Я Нургалиева Майра Джамбуловна, директор общеобразовательной школы села Арайлы. Работаю с 2019 года. В 2022 году в связи с открытием новой школы наша школа поделилась на начальную школу и основную среднюю. В начальной школе, проектная мощность которой 195 учащихся, в данное время обучается 162 ученика. Работает при школе мини-центр, в котором посещают 13 детей, 13 воспитанников. И функционирует класс предшкольной подготовки государственного и русского языка. В данной школе, которая открылась в 2022 году, у нас обучается 284 ученика. Это 16 класс-комплектов. Мощность школы 300 мест. Педагогов у нас всего 49. Есть у нас психолог, соцпедагоги, дефектолог, логопед. С высшим образованием у нас 46 учителей, педагогов-исследователей у нас 7 учителей, педагогов-экспертов 13, модераторов 22 и просто педагогов у нас 5 учителей. В школе ведутся кружки по интересам, спортивные секции, а также наши дети посещают спортивную секцию дополнительного образования клуба Махсат Джиту Тим. На постоянной основе у нас проводятся мероприятия в рамках реализации программы Адал Азамат. Наши дети принимают активное участие в различных районных, областных, республиканских конкурсах и олимпиадах. В ученическом составе работает школьный парламент. Сейчас я хочу представить вам результаты внутришкольного контроля и аналитической работы, проведенной в нашей школе. Главная цель нашей школы – предоставление качественного образования учащимся, развитие их функциональной грамотности и создание современной образовательной среды. В этом направлении администрацией школы систематически проводится внутришкольный контроль. Результаты проведенного мониторинга и анализа показывают положительную динамику за последние годы. Уровень успеваемости стабильно сохраняется на уровне 100%. Кроме того, качество знаний повысилось с 55% в 2022-2023 учебном году до 66% в 2024-2025 учебном году. Это является конкретным результатом системной работы педагогического коллектива. Наши учащиеся активно участвуют в районных, областных и республиканских олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. Особенно рост результатов предметных олимпиад в последние учебные годы показывает эффективность работы с одаренными детьми. Особое внимание уделяется профессиональному развитию педагогов. Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации и программы по развитию цифровых компетенций. Проведение лессон-стадий, обмен опытом и методическая поддержка способствует повышению профессиональной активности педагогов. Вместе с тем, в ходе проведенного анализа были выявлены и определенные проблемные вопросы. В некоторых классах наблюдается снижение учебной мотивации. По отдельным предметам сохраняется нестабильность качества знаний. Необходимо усилить работу по развитию читательской грамотности и функциональных навыков учащихся. Также вызывает обеспокоенность рост числа обучающихся с неудовлетворительными результатами. Мы продолжаем системную работу, направленную на реальное повышение качества образования в школе. Мы хорошо понимаем, что каждый ученик ценен и важен, поэтому особое внимание уделяется уровню знаний каждого ребенка, его воспитанию и психологическому состоянию. Актуальные вопросы школы обсуждаются совместно на педагогических советах, где принимаются общие решения. Педагогический коллектив работает в тесном сотрудничестве, обменивается опытом и совместно ищет пути повышения качества образования. Кроме того, в школе регулярно организуются внутришкольные семинары, коучинги и методические совещания.
Эти мероприятия положительно влияют на профессиональное развитие учителей и повышение качества уроков. Также налажена тесная связь с родителями. На родительских собраниях обсуждаются не только вопросы качества знаний учащихся, но и дисциплина, воспитание, активность и ответственность детей. Мы считаем, что воспитание и качественное образование ребенка – это результат совместной работы школы и родителей. В связи с этим на 2026-2027 учебный год определены конкретные задачи. Во-первых, будет усилена индивидуальная работа с учащимися с низкой учебной мотивацией. Во-вторых, будут организованы дополнительные занятия и коррекционная работа по предметам с низкими показателями качества знаний. В-третьих, особое внимание будет уделено эффективному применению активных методов обучения на уроках. В-четвертых, будет систематизирована работа по развитию читательской грамотности учащихся. Также продолжится работа по подготовке одаренных учащихся к олимпиадам и научным проектам. Будет усилено и взаимодействие с родителями. Повышение качества образования – наша общая задача. Поэтому я уверена, что благодаря системному контролю, качественному анализу и профессиональному сотрудничеству мы сможем добиться еще более высоких результатов в будущем. Уверена, что совместная работа позволит повысить достижения нашей школы и уровень знаний наших учащихся. Благодарю за внимание.